Тем временем в Коми на заседании оперштаба по рекомендации Федерального центра было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Связано это с нестабильной ситуацией по COVID-19. В Коми идет рост заболеваемости. Он значительно выше, чем по России. Показатель составляет по региону 9284, что в 1,6 раза выше, чем в Российской Федерации. По суточному значению показателя заболеваемости мы находимся на 9-м ранговом месте. Показатель в 1,3 раза выше, чем в стране. Прирост за последние 2 недели составляет более 10%. Такой уровень заболеваемости у нас не регистрировался в неделю с начала пандемии никогда. Наиболее высокие показатели заболеваемости среди подростков от 15 до 17 лет, людей среднего возраста от 30 до 49 лет, а также людей более старшего возраста. Так, пациентов 65 лет и старше почти в 2 раза больше, чем в среднем по региону. За последнюю неделю показатели заболеваемости значительно увеличились и среди детей до года, дошкольников и школьников. Есть и первый смертельный случай у ребенка. Ситуацию усугубляет подъем заболеваний ОРВИ и гриппа. Первые случаи заражения последним уже зафиксированы в Коми. В связи с этим республика не может больше откладывать новые санитарные ограничения. Я предлагаю пойти пока тем путем, который установил президент, и установить нерабочий период с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, нам с вами сегодня необходимо определить дополнительные ограничительные меры, которыми будем действовать на территории республики и способствовать разобщению жителей в целом и попытаться достичь снижения распространения новой коронавирусной инфекции. Мы совершенно точно должны понимать, что сегодня вопрос о популярности или непопулярности мер, такой вопрос стоять не должен, потому что мы уже устойчиво прописались в худшей десятке. Такие высокие цифры – это, с одной стороны, показатель активной диагностики в регионе. У нас высокий объем ПЦР-исследований. Но, с другой стороны, в других регионах заболеваемость ниже при таком же уровне диагностики. И это повод задуматься. Сегодня нагрузка на одного амбулаторного медработника от 80 до 100 вызовов в день. При рекомендуемых 25 максимум. Такая же нагрузка на бригады скорой помощи. Только по Сыктывкару в сутки более 400 выездов. В связи с этим руководитель Минздрава региона просит на оперштабе приостановить диспансеризацию и профосмотры. Мы просим приостановить проведение в медицинских организациях плановых профилактических мероприятий, таких как диспансеризация, профилактические медосмотры. Как уже Людмила Ивановна сказала, мы находимся на 9-м месте по росту, по уровню заболеваемости ковид. Ежедневно количество коек для стационарного лечения наших пациентов уменьшается. Сегодня будем увеличивать количество коек по Сыктывкару. Держим с трудом 20% рекомендованные, хотя по Сыктывкару этот процент уменьшился за выходные до 8%. Поэтому сейчас задача легких выписывать и дополнительные койки будем вводить. При этом углубленную диспансеризацию пациентов, перенесших ковид, предлагается сохранить. Отдельно Владимир Уйба остановился на экономике региона. Новый локдаун принесет новые потери. Но сегодня есть понимание, что из любой финансовой ямы можно выбраться, а вот человеческие жизни не вернуть. Первый год для нас начинался с дефицитом 12,2 миллиарда. Дефицит 12,2 миллиарда. На сегодняшний день мы вышли на то, что мы при таком дефиците полностью закрыли долги в коммерческих займах, вышли на 9 месяцев с профицитом в бюджете, хотя на 9 месяцев финансисты не любят говорить о профиците, это неправильно, потому что это не профицит, профицит считается только по результатам года, но с положительным балансом на 9 месяцев это хорошо.
Но это говорит только об одном, о том, что мы очень на грани фола вытаскиваем экономику, вытаскиваем налоги, отрабатываем балансировку, повторяю, на грани возможного между тем, чтобы экономика работала, и с тем, чтобы все-таки не допустить сверхвысокой смертности от ковида и ситуации, когда нам коек не хватит, а мы сегодня снова стоим на пороге того, что мы каждый день считаем по литрам кислород, по литрам, кому сколько дать, какому муниципалитету дать или не дать кислород. Потому что своего кислорода у нас нет, а вся страна сегодня на росте заболеваемости потребляет в разы больше, чем он был еще там 2, 3, 4, полгода назад, месяца. Поэтому койки-то мы можем с вами раскрывать еще, да, у нас, что называется, резерв-то есть, но смысл, если мы раскроем койки, но не обеспечим кислородозависимых пациентов кислородом. Смысл в этих койках? Если у нас люди начнут погибать от того, что мы им не обеспечили кислород. А это уже близко, коллеги, и никакими деньгами ничего тут не поправишь. И никакой экономикой ничего не спасешь. То есть мы можем вытаскивать республику, и мы это показали, из глубочайшего дефицита 12,2 миллиарда вытаскивать в плюс. Но цена-то какова?